В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Президентом страны Владимиром Путиным и главой республики Айсеном Николаевым поставлена цель обеспечить не просто поступательное, а именно качественное развитие малого и среднего бизнеса. Глава Якутии определил развитие предпринимательской инициативы стратегическим направлением развития экономики региона. Сегодня рассказать о том, как поддерживаются предприниматели, работающие в сфере местного производства и торговли, мы пригласили в студию руководителя отдела торговли, общественного питания и конкуренции Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии Лилию Золотареву. Лилия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Один из важных проектов, который курирует ваше министерство, это развитие бренда «Сделано в Якутии». Проект реализуется в целях поддержки местных производителей путем организации единой системы дистрибуции и брендирования. Какие есть достижения в этой сфере и какие вы перспективы видите? На сегодня разработана разрешительная система добровольной сертификации «Сделано в Якутии» и наделяется знаком качества «Сделано в Якутии». Данная система сейчас в первую очередь направлена на повышение качества безопасности продукта. Да? Под продуктом мы понимаем это товар или услуга. И на повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке, на российском и на международном рынке. И, допустим, основное, это самое главное, это конечный результат – это потребитель. То есть, чтобы потребитель у нас получил высококачественную, безопасную продукцию. На сегодня данная система уже налажена. Есть 20 местных производителей, которые уже обладают данным сертификатом. Хочется особенности отметить, что одно предприятие может получить сертификат на каждый свой продукт, товар или услугу. Сегодня предприниматели заинтересованы в получении данного сертификата, что говорит о том, что они действительно производят качественную и безопасную продукцию для населения. А сертификация – это сложный процесс? Да, это довольно сложный и серьезный процесс, потому что товар проверяется на ГОСТы, на стандарты, чтобы они соответствовали всем требованиям для человека. А насколько это дорого? Система предусматривает 3 вида сертификации, то есть по уровням. И зависит от уровня сертификата, то есть цена повышается, можно сказать. Недавно министерство подвело итоги регионального конкурса «Лучшие товары Якутии». Меняется ли качество продукции по сравнению с предыдущими годами? Есть ли положительная динамика? Да, этот конкурс был проведен уже 21 раз. Оно проводится в 3 этапа. То есть на муниципальном уровне, на региональном уровне это лучшие товары Якутии и направляется на федеральный уровень лучшие товары России. Сегодня уже свыше 40 предпринимателей являются лучшими товарами Якутии. В этом году список участников конкурса «Лучшие товары России» признаны около 20 предпринимателей с товарами и услугами. 2 товара признаны новинками 2018 и 1 товар вошел в золотую сотню лучших товаров России 2018. Безусловно, участие местных производителей увеличивается ежегодно, участие муниципальных образований увеличивается. И вот это все говорит о том, что спрос есть, субъекты малого и среднего предпринимательства сами заинтересованы в продвижении своего продукта и чтобы улучшить имидж своей компании. А по каким критериям отбираются? И есть ли те, кто вот несколько раз становился лучшим товаром? Есть. Предприниматели уже вкусили, что это престижно, и имидж повышается у них. Они дополнительно могут на своих товарах размещать знак «Лучшие товары России», «Лучшие товары Якутии». Поэтому в том числе и качество продукции, и внешний вид товара с каждым годом становится все лучше. А какие критерии выбора именно лучших? По критериям там именно идет
состав продукции, качество продукции и распространение. Перед предпринимателями и предприятиями малого и среднего бизнеса из года в год ставится задача по увеличению объема экспорта товаров из республики. Как Министерство предпринимательства и иные институты поддержки оказывают помощь вот в этом направлении? В этом году с привлечением федеральных денег по линии Минэкономразвития Российской Федерации создан Центр поддержки экспорта при Агентстве по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии. На сегодняшний день данная структура уже работает. Она направлена на информационно-консультационную поддержку предпринимателей. Они консультируют, делают анализ, содействуют в организации участия на российских и международных выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-миссий для продвижения своей продукции. Также они, можно сказать, помогают, чтобы предприниматели смогли продвинуть свой продукт на мировые рынки. А функция министерства вашего в этом какая? Наша функция информирования предпринимателей, отработка поточно, чтобы они знали, чтобы участвовали, направляли свои предложения, были активными и были заинтересованы в этом. А есть ли какая-то цифра предприятий, у которых налажен уже экспорт? И в какие города? Сейчас о цифрах довольно трудно сказать, потому что данный этап находится в работе. Мы достаточно часто встречаемся с самими предпринимателями, обсуждаем, проводим мозговые штурмы и можно сказать, что готовим какую-то стратегию по продвижению именно местных производителей. Вот вы сказали, много встречаетесь с предпринимателями, а какие вот предложения от них звучат? От них звучат предложения, чтобы государство помогало именно в продвижении их продукции. И чтобы мы чаще презентовали их продукцию. Можете привести примеры успешных предприятий? Успешных предприятий поточно сложно сказать, но есть активные предприниматели, которые работают в этом направлении. Мы уже даже подготовили перечень организаций, которые уже, можно сказать, готовы направлять свою продукцию на экспорт. А ведется ли министерством работа с крупными российскими ритейлами по обеспечению выхода местных производителей на крупные рынки сбыта продукции? Да, в адрес министерства поступает очень много предложений по поводу сбыта именно местной продукции на российские рынки и на международные. Мы предложения все рассматриваем, формулируем, анализируем и также вместе с субъектами малого и среднего предпринимательства тоже рассматриваем варианты договорных отношений по экспорту. А какие факторы и проблемы тормозят развитие местного производства и как вот их преодолеть? Тормозят, как-то сложно сказать, да. Сейчас видно, что местные производители довольно хорошо работают, активно начали свою работу. Это очень отрадно, что они заинтересованы в этом. Но у нас нет промышленного масштаба для реализации за пределами республики. Но эта задача посильная, и мы работаем в этом направлении. И в завершении нашего разговора расскажите о планах министерства по совершенствованию государственного регулирования в сфере торговли с целью развития торговой деятельности нашей республики. Стратегических планов очень много, но я бы хотела сказать, что для достижения любого стратегического плана надо начинать с приземленных задач. Это у нас обеспечение доступности торговых объектов для всех слоев населения, для обеспечения защищенности, безопасности торгового объекта. Конкретная работа у нас ведется по нестационарным торговым объектам, в особенности с муниципальными образованиями, повышение качества продукции для потребителя, чтобы была произведена безопасная и качественная продукция. Лилия Александровна, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Вы смотрели актуальное интервью. Не переключайтесь.